Картошка 40 рублей. 30 берем, 40 продаем. На этом овощном рынке цены, по наблюдениям проверяющих, всегда завышены. Морковка 50 рублей, капуста 30 за килограмм, лук 40 рублей. Когда даже в магазинах можно взять подешевле. Это самый дорогой вид. А вообще в целом по городу у вас какая по городу ситуация? Поднимают цены или они падают? Конечно, все время меняется. Цены меняются. А как объясняют они, почему меняются? Ну, оптовик как оптовики поставляет товар, так и меняется цена. Также в ходе мониторинга комиссия обращает внимание и на другие нарушения прав потребителей. Нет ценников, весы недоступны покупателю. Просто надо поставить цены. Мы уже говорили вам неоднократно. У вас весы стоят недоступные людям. Я же все время говорю. Проход у нас. Вы меня не слышите? Я вас... И вам говорила. Мои весы на зарядке стоят. На зарядке? Да, переноску на надо, переноску. На видном месте. А постоянно моли, А на соседней овощной точке ценники для покупателей доступны и ряд продуктов оказались дешевле. Правда, цены на картошку высокие. Но продавцы убеждают, что они объективные и в большинстве своем зависят от поставщиков. Там разная картошка. Есть по 30 рублей, есть по 40 рублей. А какая из них Есть... 30, я хотела бы знать? 30 рублей. Да. Вот эти по 30? Это 30 рублей. А это вот эти? Бургистан идет, завозится. Ага, вот эти? А с 30 да, есть. Вот эта картошка красная, она 40 рублей стоит. Завозится. А вы местные, да? Местные, Я не берут у нас. Чернеет, говорят, картошка. Я не чернеет. Я сама местно покупаю. Например, Очень даже хорошая картошка. По 25 рублей я покупаю. Представитель администрации города также обратилась к руководству рынка с просьбой установить контрольные весы для удобства покупателей. Директор вопрос закрыть с контрольной весы, чтобы поставили. Далее представители администрации Назрани и Минпромсвязи направились в сеть розничных магазинов. 99 рублей 99 копеек. Это килограмм. Килограмм помидоров, я говорю. Да. А почему такие дорогие? Они на базаре стоят 40 рублей. Вот такие помидоры стоят, сейчас мы были на базаре, 40 рублей. Это что, это как понять? Еще со скидкой вы написали 50%. Без внимания не осталась и молочная продукция. Стоит отметить, что здесь она дешевле, чем на рынке и в других магазинах. Правда, куриные яйца на 10 рублей дороже. Также держатся хорошие цены на сахар, когда в большинстве магазинов их ценник уже перевалил за 80 рублей. Сахар здесь дешевле. 61 рубль. Довольными остались и ценами на подсолнечное масло. Самое дешевое можно взять за 90 рублей. И популярное злато стоит 119 рублей. В других объектах торговли оно дороже, по информации комиссии. Злато выше, 130, да, 150 на рынке. Так, в этом популярном среди местных супермаркете злато оказалось дороже. Здесь можно взять подсолнечное масло другого производителя за 90 рублей. Сахар идет дороже, чем в предыдущем – 75 рублей. А вот что действительно порадовало проверяющих, так это качество и доступность овощей. Помидоры в 2 раза дешевле, картошка за 30 рублей, лук за 25, морковка за 32, на 18 рублей дешевле, чем на рынке. Цены на некоторые товары растут, на некоторые идет снижение. Но стоит отметить, что на овощную продукцию пока цены стабильные. В общем, цены на ряд продуктов упали. Так, осенью 2021-го картошка была очень дорогой. Ну и, конечно, стоимость некоторых продуктов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, поднялась. В этом году, мне кажется, дешевле, чем в прошлом. Хороший урожай. А на что поднялись в итоге? На что поднялись По цены? сравнению с прошлым годом? Ну, на бакалею. Туда же можно отнести и чай. На него цены, конечно, по сравнению с весной стабилизировались. Но из-за логистики пока еще ценник выше прошлогоднего. По данным маркетологов, овощи и фрукты в этом году сильно подешевели. А вот соль, сахар, кофе и другие элементы базового рациона поддались инфляции. А Минсельхоз прогнозирует снижение цен на хлеб в связи с рекордным в этом году урожаем. У многих производителей уже дешевеет мука. Диана Дударова, Магомед Даскиев. Новости 24.